Жители Сыктывкара жалуются на проблемы с мобильной связью. По словам одной из жительниц столицы, уже много лет обычный звонок или отправка СМС оборачивается для нее настоящей полосой препятствий. Действительно ли проблема актуальна и как ее можно решить, разбиралась Евгения Кладкевич. Спокойные вечера, да как и, собственно, дни для Натальи Вересковской и ее мужа скорее мечта, а не реальность. Из-за проблем с мобильной связью усидеть на месте удается редко. Чтобы позвонить или отправить СМС, приходится прыгать чуть ли не до потолка, лишь бы поймать заветный сигнал. Не могут дозвониться знакомые, друзья, говорят, да у вас это проблема. Иногда, когда мы собираемся где-то что-то встретиться, я говорю, если вы не дозвонитесь, то звоните по, например, WhatsApp, по интернету. Например, вот сейчас нету даже ни одной полосочки. И если где-то вижу, я ставлю телефон, я не буду вставать, в пределах вот тут надо где-то ловить. Квартира Натальи находится в панельном доме на первом этаже. Сюда с мужем она переехала в 2013-м. На слабый сигнал, говорит, сразу обратили внимание. И в последние годы проблема обострилась. За мобильной связью приходится буквально охотиться. Ловит чаще всего у окна или под потолком. На кухне, но, например, около окна, на подоконнике, если иногда тоже пропадает. Вроде звоню, нормально, перезваниваю другому человеку, все, нет сети. Представитель оператора мобильной связи после теста выносит вердикт. Проблема в доме действительно есть. Однако решить ее вряд ли получится. Качество мобильной связи зависит от нескольких факторов. Этажа, на котором находится помещение, строительного материала, а также окон, а точнее их размера, количества, наличия и отсутствия защитной пленки. Сейчас мы находимся с вами в панельном доме, то есть, соответственно, в стенах имеется арматура, и также оказывает преграды для прохождения сигнала. Плюс, если мы не рассматриваем данный случай, а вообще, то есть у нас еще очень много сейчас новых домов при строительстве обшиваются вентилируемыми фасадами. В основном они из тех материалов, которые также оказывают преграду для связи. Зачастую панельные дома расположены в так называемой коробке, окруженные многочисленными зданиями. При такой застройке сигнал с базовой мобильной станции доходит хуже, что является одной из самых частых причин перебоев со связью. Надо, чтобы базовая станция находилась поближе, 3-5 километров. И тогда, опять же, это будет разница на улице и в помещении, то есть это тоже разные условия приема. Сегодня в Сыктывкаре 4 основных оператора мобильной связи. Площадь покрытия и качество соединения у каждого разные. Тем, у кого возникают проблемы с мобильной связью, специалисты советуют проверить состояние телефона. Низкий заряд или слабые технические возможности могут спровоцировать проблему. Что касается данного дома, для улучшения сигнала специалисты обещали провести дополнительную диагностику и вручную скорректировать настройки базовой станции. Евгения Кладкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.